какой игре мы будем говорить? Игра называется «Вредные привычки», которая представляет из себя игру по станциям. Старая добрая тема, которую приходится, к сожалению, нам поднимать с каждым выпуском. Сейчас у меня 4-й выпуск, 4-й класс, который я уже веду. Обычно с такой проблемой я сталкивалась в 7-8 классе, и усиленно мы работали над этой темой. Однако сейчас, в этом году учебном, я столкнулась с такой проблемой, что в 6 классе у меня массово дети начали курить. Кто вейпы, кто простые сигареты. И это и происходило втягивание детей. Конечно же, проводились беседы, конечно же, приглашались специалисты, наркологи, инспекторы ОПДН, но детей становилось все больше и больше и больше. И вот уже дошло до 8 человек из 29, это 6 класс. Нужно было, обычно с каждым классом где-то в 7-8 я провожу игры, но времена меняются, дети меняются, те игры, которые были раньше, они уже не пойдут с этими детьми. Кроме того, раньше я проводила подобные игры, разделив класс на 2-3 команды, но опять же так получается, что команды большие и каждый ученик не задействован. Мне необходимо было сделать очень быстро какую-то игру, и чтобы она была интересной. И тут я вспомнила все те инструменты, все те фишки, которые я узнавала на самосборе. В ходе своего выступления и рассказа об этой игре я вам покажу, какими именно сервисами я пользовалась. Итак, самое главное, еще раз повторяю, для меня было не столько работа с детьми, которые уже курят, а самая главная цель была профилактика, то есть сделать так, чтобы не затянуло других детей. Итак, для данной игры необходим был подготовительный этап. Как минимум необходимо было расставить парты попарно по периметру класса. Всего 6 станций. Ставим по кругу, распечатываем название каждой станции, закупаем на одной станции около 30 шариков, распечатываем пазл, об этом чуть позже скажу, готовим ватманы, маркеры, также оборудование для опытов, и прямо перед входом в кабинет, прямо перед входом в игру, перед началом игры класс делится примерно на 4-5 команд. Там написано 5-6, но где-то команд 5 получалось. В целом, примерно в команде 3-4 человека. Я считаю, что 4 человека в команде это в группе, в любой, самый оптимальный вариант. Тогда каждый человек будет задействован в этой игре. Когда ребята заходят в кабинет, они пока еще не знают тему игры. На доске написано высказывание великих людей, и ребята должны сами догадаться, о какой теме мы будем говорить. Я проводила не только в своем 6 классе, я проводила в 8 классах, в 10, в 11 и даже на учителях. И всегда игра проходила успешно, и все тему называли. Называют тему «Вредные привычки», мы пишем это на доске, составляем кластер. Мы обсуждаем, какие вредные привычки в принципе существуют. После этого я акцентирую внимание на том, что невозможно за время одного мероприятия поговорить о всех вредных привычках. Поэтому мы сделаем упор именно на таких вредных привычках, как курение и алкоголизм. Затем мы обсуждаем правила игры, перемещение между станциями происходит по звуковому сигналу. В моем случае это был обычный хлопок в ладошки. Время между звуковыми сигналами в 6 классе было 5 минут, в старших классах 10, 11 и среди учителей достаточно было 3 минут. За выполнение задания команда получает баллы, на каждой станции находится свой куратор. Но это применительно было именно к моему 6 классу, нам достаточно было 3 кураторов на 6 станций. Это ребята из старших классов. После выполнения заданий на станции команда получает элемент пазла, из которого будет собрана картинка в конце игры. Пазлы я составила несколько вариантов пазлов. Например, вот такой и такой. И вот где я эти пазлы создавала. Мне очень нравится вот этот генератор пазлов.
где можно выбирать количество частей пазла, где можно менять размер, даже наклон хвостиков, где можно загрузить абсолютно любую картинку и получить любой, очень доступный сайт, не требует никакой регистрации, легко скачивается, останется только вырезать этот пазл и все. Вот игра начинается, ребята передвигаются по часовой